Но прежде чем приступить непосредственно к сердечно-легочной реанимации, нам необходимо проверить сознание пациента или нет. Вы меня слышите? Пятиминутка – лучший повод подготовиться к рабочему дню. На скорой встречаются самые разные случаи. Каждое утро бригада медиков в симуляционном зале оттачивает навыки реанимации на современных манекенах. Специальные мониторы воспроизводят все дыхательные функции – пульс, сердцебиение и сатурацию. В Сужицкой станции скорой медицинской помощи сегодня успешно работают молодые специалисты. Одна из них – Роза Махлоева, выпускница медицинского университета, отучившись 6 лет в вузе после ординатуры, пришла работать в скорую. Поначалу было непросто, но высокий темп работы позволил быстро адаптироваться к профессии. Случаи бывают разные на СМП, потому что здесь встречаются как пациенты хронические пациенты, так и с острой патологией. Это могут быть острый коронарный синдром, это может быть острое нарушение мозгового кровообращения, различные травмы, это ДТП, соответственно, это могут быть пожары и многое другое. И непосредственно оказывать помощь, помогать человеку в терминальном состоянии, это после того, как оказала помощь, смогла помочь человеку получать воодушевление для дальнейшей работы, соответственно. И начинаешь как бы хоть чуть-чуть собой гордиться. В свободное время между выездами стараемся использовать с максимальной пользой. И для этого, соответственно, здесь есть все необходимое. Это и манекены, и аппаратура. Здесь мы воссоздаем сценарии различные, которые могут быть в настоящей жизни, чтобы отработать получше алгоритм оказания скорой медицинской помощи и, соответственно, чтобы не теряться в реальной жизни и с максимальной пользой помочь пациенту. Коллега Роза Махлоева и Мадина Сачоева рассказывают, как в работе помогает наставничество старших в профессии. Они всегда подскажут и помогут. Первое время молодые медики выезжали в одной группе с опытными коллегами. На работу в скорой помощи я устроилась в апреле 2020 года. Первым моим наставником была Тачиева Аза, с которой я проработала целый месяц в одной бригаде. Аза имеет опыт работы на скорой помощи, и она мне во всем помогала, обучала меня, выручала, можно сказать. Также после этого я работала с многими другими опытными фельдшерами, врачами, которые также оказывали помощь, поддержку и эмоциональную, и физическую помощь оказывали как на выездах, так и на станции, когда мы находились, когда мы обсуждали вызов, как все прошло. Поделиться есть чем. Тем более у многих медиков на станции опыт работы огромный. Тамара Майсагова в системе здравоохранения работает с 1978 года. Молодые специалисты у нас сейчас очень хорошо. Молодое поколение начало пополняться молодыми девочками, специалистами. Девочки хорошие, подготовленные. Колледж хорошо готовит, но дело в том, что теория остается теорией, это надо все отрабатывать на практике. Это люди, которые завтра придут к нам. Если мы останемся, если мы заболеем, эти девочки, эти люди придут к нам и будут оказывать помощь нам. Поэтому наша задача именно подготовить их не просто как специалистов, а специалистов высшего класса. Специалисты, я вам скажу, у нас грамотные девочки, но нужный момент, конечно, мы всегда придем на помощь, если они нуждаются в нашей помощи, где-то там подсказать, где-то передать свои знания, то, что мы накопили с временем, с практикой. А так у нас девочки грамотные, самостоятельные, мы довольны ими. Чаще всего вызовы начинают поступать в дневное время. До начала работы медики собирают медикаменты для оказания первой помощи. Передавая вам сегодняшнюю укладку, желаю всего хорошего, чтобы у вас не было тяжелых больных. Удачи на скорой никогда не желают. Такая профессиональная примета. 3-я бригада отправляется на свой очередной вызов. Сократить время прибытия и оказать всю необходимую помощь медикам помогают укомплектованные кареты скорой. Каждому выезду здесь готовы морально. Оборудование у нас новое, все машины укомплектованы. Это радует, то есть чувствуешь уже себя защищенной. Что здесь есть именно в этой скорой? Травматологическая укладка, в которой находятся шины, это вообще дефибриллятор, акушерская укладка, кислород, электроотсос, кардиограмма, аппарат ИВЛ, запасные баллоны кислорода, щит,
плаж-носилки. Мы всегда бываем готовы к разным вызовам, потому что и вообще с детства я мечтала работать на скорой. И потом после школы поступила в медицинский колледж, окончила и сразу пришла на скорую работать. Мне очень нравится эта работа. Сужинская станция скорой помощи обслуживает практически все сельские поселения Сужинского района, за исключением некоторых горных сел. Только за один день на путь диспетчерской поступает больше 80 звонков. Станция подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать кареты скорой. В первую очередь я спрашиваю место вызова, потом, что случилось с пациентом. После третий вопрос уже фамилия, имя больного, если они знают, то могут назвать. Вот, телефон, ну и все. И мы тут же отправляем бригаду. У нас все компьютеризировано сейчас, мы забиваем в компьютер, тут же скидываем вызов на планшет. И перед тем, как сбросить его на планшет, объявляем в микрофон номер бригады, которая должна выехать. Бывает, конечно, что все заняты, все на линии, и там уже мы передаем чисто по планшету. Чем больше талантливых медиков, тем качественнее оказание медицинской помощи. Сужинская станция и дальше намерена расширять свой штат молодыми и перспективными кадрами. Лена Сычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.